الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наши поклонения, пусть Аллах простит нам наши грехи, ведет по прямому пути и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах нам эту награду, дай Аллах, чтобы наши намерения, они были правильными, и дай Аллах, чтобы знания, которые мы приобретаем, они принесли нам пользу как в этом мире, и также в ахирате. Альхамдулиллах, с вами мы продолжаем цикл лекций, связанных с 30-м джузом. И сегодня мы с вами поговорим о суре Аль-Кафирун. Аль-Кафирун — это у нас 109-я сура, и она была ниспослана в Мекке. И причиной ниспослания этой суры является, когда наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям начал призывать открыто к исламу, и вот эти курайшиты, они пробовали разные ситуации, разные способы, чтобы наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, он замолчал, что он перестал призывать к этой религии. Почему? Потому что они говорили то, что он разрушает семьи, разделяет сына от отца, мужа от жены, и тем самым они хотели, чтобы он оставил это. Также они предлагали нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и богатство, и женщин, и власть, но на все ихние уговоры наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям давал отказ. Почему? Потому что он не нуждался вот в этих вещах. Он не нуждался в мирских. Почему? Потому что если человек, он ради Аллаха, ради того, чтобы не навредить своей религии, своему иману, оставит вещь, то Аллах вернет ему наилучшим образом. И тогда нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям предложили: а давай сделаем так. 1 год мы поклоняемся твоему Господу, а 2 год ты поклоняешься нашим. И тогда мы знаем, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям приходили с каким-то вопросом, предложением, в ту же секунду Аллах субханаху ва тааля отправлял ангела Джибрииля с ответом. Почему? Потому что Аллах субханаху ва тааля, он не спасал эту религию. И наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям никогда от себя не говорил то, что связано с религией. Никогда. И в этом случае тоже Аллах субханаху ва тааля отправляет эту суру. Куль я айюхаль кафирун. Скажи, Мухаммад, этим неверным,
что сказать? Скажи: «Ла а'буду ма та'будун». Я не поклоняюсь тем вашим богам, которым вы поклоняетесь. И в 3-м аяте Аллах также говорит: «Валя антум абидуна ма а'буд». Также вы не поклоняетесь тому, чему я поклоняюсь. То есть интересное предложение это было. Давай начнем с такого, с малого. Год поклоняемся Аллаху, а год уже другим. Хорошее предложение. Но здесь Аллах Субханаху ва Тааля показывает нам то, что даже если ты примешь это предложение, они не будут искренне поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля. А мы знаем то, что в религии одним из важнейших аспектов является что? Искренность, ихлас. Почему после самой лучшей книги, после слов Аллаха, самая лучшая книга, какая книга является? Сахих Бухари. И вот эта книга, вот этот ученый начал свою книгу с какого хадиса? «Иннамаль а'малу бинният». Все дела оцениваются по намерению. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля категорически был против этого предложения. И этим самым он научил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, никогда нельзя смешивать в поклонении намерения. Никогда. Почему? Потому что если мы совершаем какое-либо поклонение не ради Аллаха, или же ради Аллаха и плюс еще ради чего-то, это поклонение не будет принято. Никогда. Почему? Потому что наше поклонение, оно должно быть только ради Аллаха и больше никому. Из-за этого, когда мы совершаем какое-либо поклонение, пусть это будет намаз, или чтение Корана, или дуа, все, что мы делаем, должно быть только ради Аллаха. Почему? Потому что, вспомните хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в судный день первые 3 вида людей, которых Аллах прикажет выкинуть в огонь. Кто были? Кто? Первый. Это ученый, который выучил Коран наизусть. Он изучал религию Аллаха, распространял ее. Но ради чего? Ради чего? Ради того, чтобы про этого человека говорили: смотрите, какой он знающий, какой он умный, он великий ученый. И на самом деле люди о нем так и говорили. Но когда он вернется к Аллаху в судный день, а мы знаем, никто не останется с краю. Каждый из нас будет отвечать перед Аллахом. Каждый из нас понесет то, что он заслужил. И этому человеку будет сказано: ты совершал это дело, если посмотреть с внешней стороны, какое-то серьезное, хорошее дело, не ради Аллаха. А ради чего? Ради того, чтобы люди про него говорили.
И он добился этой цели. Но в судный день, когда он вернется к Аллаху, его выкинут в огонь. Даже второй человек, он сражался на пути Аллаха. Он сражался, чтобы вот эта религия, она распространилась. Но ради чего? Ради того, чтобы про него говорили. Он такой смелый, он такой сильный. И на самом деле люди про него так и говорили. Но когда и он вернется к Аллаху, Аллах прикажет его тоже бросить в огонь. Почему? Потому что его намерение было не ради Аллаха, а ради того, чтобы люди про него так говорили. И третий человек. Кто? Человек, который свое имущество тратил ради Аллаха. Не ради Аллаха, ради того, чтобы люди про него говорили. Смотрите, он какой богатый. Смотрите, он какой щедрый. И на сегодняшний день бывает такое. Человек дает. Но с какой целью? Он должен понимать, чем меньше людей об этом знают, тем его награда будет больше. Из-за этого мы постоянно должны работать над своим намерением. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля сказал нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, нет, это очень ненадежное предложение. И ты откажись от этого. И в 4 и в 5 аяте Аллах Субханаху ва Тааля также говорит: «Валя ана абидум ма абадтум». И я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. «Валя антум абидуна ма а'буд». И вы не поклоняетесь тому, кому я поклоняюсь. То есть, если во 2 и в 3 аяте было это вот настоящее время, то в 4 и в 5 аяте Аллах Субханаху ва Тааля показывает то, что и в будущем они не будут поклоняться Аллаху. Они просто хотят тебя сбить с прямого пути. Из-за этого мы, мусульмане, тоже должны понимать грань, где разрешенное, а где запрещено. Почему? Потому что если человек начнет, во-первых, размывать эти границы, а потом, соответственно, он случайно может и перешагнуть эту границу, то тогда Аллах Субханаху ва Тааля, который дал нам этот иман, эту веру, это самое большое богатство, которое у нас есть, просто может забрать. Почему? Потому что ты недостоин этого. Из-за этого каждый из нас, каждый мусульманин, он представитель своей уммы, он представитель религии ислам. И когда на него смотрят, не говорят то, что Мухаммад или Ахмад или Марат или Ильдар так сделал. Нет. Люди говорят то, что мусульмане, они вот какие. Из-за этого мы, мусульмане, должны перед тем, как что-то сказать или что-то сделать, взвесить. А какую пользу я принесу себе? Какую пользу я принесу своей религии? Что я отвечу перед Аллахом? И если
каждый из нас будет задумываться об этом, то наша религия, она будет процветать. И люди захотят войти в нее. Почему? Потому что мы должны показать всю красоту этой религии. И в последнем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Лакум динукум валиядин». Для вас ваша религия, а для меня моя религия. То есть вы что хотите, то и делайте. Но я ни в коем случае не оставлю эту религию. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, Он, который научил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, лучшей религии. И эта религия принесет пользу нам как в этом мире, так и в ахирате. Из-за этого вот здесь, в последнем аяте, Аллах Субханаху ва Тааля нам дал ясно понять, провел ясную черту, то, что религия, она такая, а все, что не связано с религией, все запрещено. И давайте посмотрим один простой пример. На сегодняшний день многие родители, они покупают своим сыновьям футболки, где написано или Месси, или Роналдо, или еще что-то. И вот здесь ребенок, мусульманин, который носит вот это имя, он что делает? Что он делает? Он возвеличивает какого-то не мусульманина. Почему? Потому что он носит эту футболку. Он выбрал эту футболку, а не какую-то другую. Почему? И вот здесь мы, родители или бабушки и дедушки, должны задуматься. А шайтан, наш злейший враг, не зайдет ли с этой двери к нам? Почему? Это всего лишь один простой пример. И таких примеров очень много. Из-за этого мы, мусульмане, родители, бабушки и дедушки, должны изучать нашу религию. И вот эта сура, про нее говорят, что это таухид амали, то есть единобожие в делах. Если вы помните, мы говорили то, что сура Ихлас, да, куль ху Аллаху ахада, это таухид каули, то есть это единобожие в словах. Потому что мы говорим, скажи, Он Аллах един, Аллаху самад, Он самодостаточен, ни в ком не нуждается, только люди в нем нуждаются. Лям ялид ва лям юлад, не родил и не был рожден, ва лям якулляху куфуан ахад, и не было ему подобного. Лейса камислихи шей. То это мы говорили языком. А вот в этой суре мы подтверждаем единобожие. То есть, когда человек хочет принять ислам или стать мусульманином, он что говорит? Он говорит: «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Он говорит это языком. Но мы, еще плюс к этому, Аллах нам что приказал? Читай намаз, постись, совершай хадж. Для чего? Чтобы вот это слова, которые мы сказали своим языком, подтвердить делами. И вот эта сура,
аль-кафирун. Она именно является единобожие делами. То есть Аллах Субханаху ва Тааля показал нам то, что мы не только должны говорить. К сожалению, на сегодняшний день многие мусульмане просто говорят. А когда дело доходит до дела, к сожалению, почему-то многие просто остаются в сторонке. Из-за этого каждое наше сказанное слово мы должны что делать? Подтверждать делами. Почему? Сахабы, табиины, они много не говорили, они много совершали. Они много делали. Они подтверждали свой иман делами. Из-за этого на сегодняшний день мы тоже должны, каждый из нас, работать над собой. Когда я вернусь к Аллаху? Когда настанет мое время? Когда Аллах отправит мне своего ангела смерти? Когда? Не знаю. А что я приготовил к встрече с Аллахом? Что я совершил? Какую пользу я принес своей религии? Вот где дело. Из-за этого давайте, каждый из нас пусть задумается, пусть готовится к встрече с Аллахом. И пусть дела, которые мы совершаем, они будут на весах, которые принесут нам пользу. И дай Аллах, чтобы мы были едиными вместе. Почему? Потому что когда человек остается один, наедине с самым злейшим врагом, а это шайтан, против него бороться нелегко. Нелегко. Из-за этого, когда мы совершаем какое-либо дело, после этого мы поминаем Аллаха. Мы делаем зикр. Пусть это будет намаз, пусть это будет хадж. То есть после каждого дела мы должны поминать Аллаха. Просить у Него, чтобы Аллах принял наше поклонение, чтобы Аллах простил нам наши грехи. И самое главное, чтобы Аллах умертвил нас, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах», и ввел в райские сады Фирдаус с нашим любимым пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Субханаллах бихамдик, шхаду ан ла иляха илля ант, астагфиру ва атубу илейк. Джазакум. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах.